Actually, I would like to thank the organizers of this event for inviting me. Уважаемые организаторы, уважаемые участники форума, дорогие друзья Украины, Чечении и всех народов, которые продолжают бороться за свободу, я благодарю вас за возможность выступить сегодня на этой важной панели. Тема нашей дискуссии сформулирована предельно точно: за антивоенные позиции, ответственность и деимпериализация. И в этой формулировке заключено главное: недостаточно быть просто против войны, недостаточно осуждать отдельные преступления, недостаточно говорить о мире, если при этом не затрагивается источник войны, потому что война, которую Россия ведет против Украины, это не случайность, не ошибка, не отклонение от нормы, это логическое продолжение имперской природы российского государства. Именно поэтому сегодня мы должны говорить не только о прекращении войны, но и о политической, исторической и моральной ответственности, о деколонизации, о деимпериализации, о необходимости пересмотреть сам подход к России не как к естественной и неделимой державе, а как к пространству, построенному на покорении, насилии и подавлении других народов. Для чеченского народа это не теория, это наш исторический опыт. Мы слишком хорошо знаем, что такое российский империализм. Мы знаем, как он приходит под лозунгами порядка, закона, борьбы с терроризмом, защиты государства. Но за этими словами всегда скрывается одно и то же – лишение народа права говорить на своем языке, жить в своей политической традиции, самому определять свое будущее и в конечном счете просто быть собой. Чечня пережила это задолго до полномасштабного вторжения в Украину, и именно поэтому мы с самого начала говорили: если империя не будет остановлена в Чечне, она пойдет дальше. Если мир согласится считать колониальное насилие внутренним делом России, это насилие неизбежно выйдет за ее формальные границы. Так и произошло. Сегодня Украина платит огромную цену не только за свою свободу, но и за ту стратегическую ошибку Запада, который слишком долго воспринимал Россию как неизбежную историческую константу. Слишком долго Россия изучалась как великая культура, сложная цивилизация, необходимый партнер, трудный, но важный сосед. И слишком редко она рассматривалась как империя, как государство, существование которого в его нынешнем виде основано на подчинении нерусских народов, на стирании их памяти, на присвоении их территорий, на эксплуатации их ресурсов, на мобилизации их сыновей для чужих войн. И здесь я хочу сказать особенно ясно: сама по себе позиция анти-во еще не означает разрыва с империей. Можно быть против конкретной войны и при этом оставаться в плену имперского сознания. Можно говорить «мы против Путина», но продолжать считать, что после Путина Россия должна остаться такой же централизованной, неделимой, доминирующей над порабощенными народами. Можно выступать против бомбардировок Киева и Харькова, но не признавать право Чечении, Татарстана, Башкортостана, народов Северного Кавказа и других порабощенных народов на политическую субъектность. Можно называть себя демократической оппозицией, при этом бояться самого слова «деколонизация». Но тогда это не демократическая альтернатива империи, это попытка спасти империю в более приемлемой упаковке. Сегодня Европе необходимо понять простую вещь: проблема не сводится к Путину. Путин – это не исключение. Путин – это продукт российской имперской матрицы. И если эта матрица будет сохранена, новые формы агрессии неизбежно появятся снова под другими именами, под другими лозунгами, возможно, даже под более либеральными и удобными для внешнего восприятия. Поэтому вопрос ответственности сегодня касается не только российских элит, он касается также международного политического мышления. Европа должна перестать бояться распада империи больше, чем боится ее преступлений. Долгие годы западная политика исходила из ложного предположения, что сохранение России в ее нынешних границах –
Это якобы условие стабильности, но реальность показала обратное. Источником нестабильности является не распад империи, источником нестабильности является сохранение империи. Стабильность невозможна там, где миллионы людей лишены голоса, где народы сведены к этнографическому приложению, к центру, где федерализм существует только на бумаге, где любое стремление к свободе объявляется экстремизмом, где память о колониальном насилии замалчивается, а сама империя продолжает представляться носителем цивилизационной миссии. Именно поэтому деимпериализация России – это не радикальная фантазия, это необходимое условие долгосрочной безопасности в Европе. Что это означает практически? Прежде всего, признание субъектности порабощенных народов. И не в символическом, не в фольклорном, а в политическом смысле. Это означает, что мир должен начать слушать не только представителей так называемой российской оппозиции, но и голоса тех народов, которые исторически были объектами российской колониальной власти. Это означает, что нужно поддерживать не просто антивоенные инициативы, а деимпериалистические движения. Те силы, которые готовы честно сказать, Россия должна отказаться от имперского наследия, признать преступления колониального характера, отказаться от практики насильственного удержания народов, открыть путь к реальному самоопределению. Это означает также интеллектуальную честность. Нельзя всерьез говорить о новой архитектуре европейской безопасности и при этом сохранять старую колониальную оптику. Нельзя поддерживать свободу Украины и одновременно игнорировать свободу Чечении или других порабощенных народов. Нельзя бороться с последствиями империи и бояться назвать империю по имени. Для нас, чеченцев, вопрос ответственности носит неотвлеченный характер. Мы заплатили за него десятками тысяч жизней, разрушенными городами, поколениями, выросшими под войну, изгнание и репрессии. Но именно поэтому мы имеем право сказать то, что сегодня, возможно, еще не все готовы произнести вслух. Мир после этой войны не может быть построен на возвращение к старой иллюзии нормальной России. Назад дороги нет. Необходимо новое мышление, новая политическая этика, новая карта ответственности. И в этой карте должны быть названы все агрессоры, соучастники, молчаливые выгодоприобретатели и те, кто слишком долго предпочитал удобные формулы правде. Но там же должны быть названы и те, кто сопротивлялся: Украина, чеченский народ, другие порабощенные народы. Все те, кто, несмотря на цену, продолжает утверждать, что свобода не приложение к геополитике, а фундаментальный принцип международного порядка. Сегодня, когда Украина держит удар, она защищает не только себя, она разрушает миф о непобедимости империи. Она возвращает Европе политическую реальность. Она заставляет нас пересматривать язык, которым мы описываем безопасность, ответственность и будущее континента. И именно поэтому разговор о деколонизации России – это не разговор о прошлом, это разговор о будущем Европы. Если Европа хочет мира, она должна перестать мыслить категориями имперского удобства. Если Европа хочет безопасности, она должна поддержать не реставрацию хорошей России, а демонтаж имперской конструкции. Если Европа хочет справедливости, она должна признать право порабощенных народов быть субъектами истории, а не объектами чужих решений. Я убежден, настоящий мир возможен только там, где заканчивается империя. Настоящая безопасность возможна только там, где признано право народов на свободу, и настоящая ответственность начинается с отказа от самообмана. Чечения, как и Украина, знает цену этим словам, и поэтому мы говорим сегодня не из теории, а из опыта, не из абстракции, а из памяти.
Не из политической моды, а из исторической необходимости империя должна быть не реформирована, а преодолена, не косметически исправлена, а демонтирована как система. Именно в этом условии мира, именно в этом условии справедливости, именно в этом условии того, чтобы трагедия, пережитая Чечней и Украиной, не повторилась вновь с другими народами и под другими именами. Благодарю вас. Peoples and other names. Thank you very much. Thank you.